переписи 2011 года, что сейчас я, наверное, подвергаю сомнению, 30 тысяч населения. Из них 7 тысяч в городе, 23 тысячи в селах. У нас, это статистические данные, которые нужно проверять, нужно делать в районе новые переписи. Она стоит, конечно, финансовых затрат, и на 2024 год мы не готовы. Если что-то дополнительно нам Кабинет министров окажется действовать, но мы бы хотели эту работу провести, чтобы иметь полные данные. Численность населения трудоспособного в районе 17 тысяч человек. А моложе трудоспособного у нас 5230 человек в Гальском районе родилось за 2023 год. 137 детей по данным роддома, но по данным ЗАГСа, выданных свидетельств о рождении, 59. Почему, Александр Григорьевич? Дети рождаются в роддоме, но ЗАГС не может им выписать свидетельство о рождении, потому что у родителей нет документов. Вот такая разница у нас получается. Пенсионеров у нас 5863 человека по виду на жительство получают пенсию, и всего лишь 344 человека получают пенсию гражданина Республики Абхазия. Поток населения начал происходить с 2015 года, по данным мы видим, связаны с лишением гражданства населения и со сложностями в документировании. За последние 2 года тенденция приостановлена, это все поток уменьшается, но из-за отсутствия перспектив для получения гражданства детям, рожденным в Республике Абхазия, родившихся у нас в стране, прошедшие в наш детский сад, окончившие школу, и те люди, когда понимают, что их дети и сами дети, что они не будут граждане, конечно, они будут направлены в разные стороны, но только не внутри своей родины. Вот эти проблемы, те законы, которые были сейчас приняты и вами подписаны, пока не вступили в силу, Министерство юстиции готовит подзаконные акты и инструкции. В ближайшее время, в течение 2 недель обещали, что запустим, посмотрим, как пойдет эта процедура.